Приветствую, дорогие подписчики и гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 27 сентября. Это у нас будет среда. Мы смотрим с вами все знаки в двух частях. По 6 знаков в двух видео у меня будет. Это первая часть, первые 6 знаков. Начинаем с овнов. Колода пасьянс. Не сказала вам, какая колода. Овны, 27 сентября. Среда, события дня. Так, смотрим. Сразу же лебедь выпадает. Это верность. Гармоничные отношения в паре. Появление пары. Цветок нельзя. Солнышко, радость. Успех. Успех в работе, в делах. Болезнь. Может быть, будете здоровьем заниматься в среду. Хорошие новости, шарики. Скользкое дело, рыба. Тайная встреча, тайное свидание. Чемодан, разлука. Но это временное, не навсегда. Так, ну и смотрим периметр. Ключ еще есть. Все в ваших руках. И есть еще весы. Весы — это колебания, сомнения, сложный выбор. Смотрите, сколько много событий. 4, 5, 6, 10 событий. Значит, первое показывает, что у вас все хорошо будет в личной жизни. Верность, да, то есть, возможно, свидание какое-то тайное. Дальше успехи на работе, хорошее настроение, возможности, открытые двери, хорошие новости. Это все из плюсов. Из минусов скользкое дело, да, то есть это кто-то вас будет заманивать в свои сети, поэтому надо быть осторожными. Тема здоровья, самочувствия может быть, да, под вопросом, сложный выбор. И нейтральное событие, еще есть у вас временная разлука с кем-то в этот день. Так что вот такой насыщенный событиями будет у вас, будет среда, 27 сентября. Благодарю за внимание. Перехожу я дальше к тельцам. Сейчас будем смотреть, что у тельцов. Так, тельцы. 27 сентября. Среда, события дня, тельцы меня интересуют. Покажите мне. Замочек, тайна. Откроется какая-то новость, нельзя. Свидание, может быть. Пустые разговоры, колокольчик. Яблоко, нельзя. Сердце — это друзья, встреча, общение. Тут, возможно, приятная встреча с друзьями, да, разговоры. Череп, болезнь. Ухудшение самочувствия.
конфликт, 2 меча, гости, подарки, сюрпризы и застолье. Так, значит, смотрим сейчас еще периметр. Потом я вам расскажу, что здесь выпало. Еще есть цыпленок, семья, дети. То есть на этом застолье, скорее всего, что будет вся ваша семья. Рыбу нельзя. Зафиксированы 2 карты. Здесь нет. Значит, смотрите, в этот день у вас будет общение с друзьями, будет какая-то приятная встреча, разговоры, открытие тайн. Дальше гости, подарки, застолье, семья, дети. Да, то есть это все плюс. Ну, тут очень много событий указывает на одно, да, на какое-то мероприятие. Из минуса у вас, получается, выпали 2 события. Это конфликт с кем-то, ну, вполне может быть, да, на этом застолье. И ухудшение самочувствия тоже может быть. Или иногда еще череп показывает день, когда мы занимаемся своим здоровьем. Да, то есть если вы запланировали поход к врачу, то тоже выпадает череп. Поэтому вот такая вот информация для вас на среду. Благодарю за внимание. И перехожу дальше к близнецам. Будем смотреть, что у близнецов будет 27-го в среду. Так, близнецы. «27 сентября. События дня. Близнецы». Корона, первое событие. Общение с каким-то очень важным, влиятельным человеком. Надежда. Подсвечник. Разочарование, печаль. Подарок. Сундук, прибыль. Финансовые поступления. Конвертик нельзя. Здесь тоже нет. Значит, смотрим. У вас получается в этот день общение с каким-то важным, влиятельным человеком. Представитель закона, власти, какой-то госструктуры. Надежда, разочарование. Возможно, вы не получите. Да, вот, если на что-то надеялись, то будете разочарованы. Надежды не оправдаются. Это минус. А из плюсов получение подарков, сюрпризов, бонусов каких-то и финансовые поступления. Так что есть плюсы, но видите, есть и минус. Показывает, что что-то вот не получится так, как вы себе планируете и хотите в среду. Благодарю за внимание, близнецы. Перехожу к ракам. Раки. 27 сентября.
События для раков. Покажите мне. Среда. Победа. Первое событие. Флаг. Яблоко, слезы. Ну, это могут быть, да, и слезы радости, какие-то позитивные эмоции. Хорошие новости. События в доме. Домик. События, праздник. Исполнение желания, цветок. Мешок с деньгами. Успех. Периметр не вижу совпадений. Значит, смотрим, у вас получается 8 событий. Первое, может быть победа в этот день в работе, в делах. Дальше слезы, скорее всего, это слезы радости, да, потому что плохих событий вообще нет. Хорошие новости, события, мероприятия в доме, исполнение желания, успех в делах и деньги. Но здесь, конечно, деньги могут проиграться не обязательно плюсом, может быть, это будет и минус. Там, например, расходы на исполнение какого-то желания, как вариант может быть. Ну, в любом случае, да, то есть даже если вы тратите, вы для себя что-то получаете. Поэтому вот так. У вас день очень хороший. Благодарю вас за внимание, раки. Перехожу ко львам. Львы, 27 сентября. События дня. Так, лёшки, поехали. Сразу же книга «Казенный дом». Посещение госучреждения. Гости. Чашка чая. Радость, хорошее настроение. Свидание нельзя, яблоко нельзя. Домик, это событие в доме, какой-то праздник. Может быть. Будильник. Будильник всегда показывает на то, что день у нас распланирован, да, то есть по времени. И очень важно везде успеть. Деловой разговор. Конфликт. Возможно, вот конфликт из-за времени будет. Ой, убежала. Хотела убежать. Так, нерешенный вопрос еще есть.
Два сердца, любовь. И череп, плохое самочувствие, болезнь. Значит, смотрите, что я вам тут понаходила. Первое событие было посещение госучреждения. Возможно, это будет больница, как вариант. То есть, ну, неважно, какое-то госучреждение. Дальше события в доме, гости, радость, хорошее настроение, деловой разговор, нерешенный вопрос. То есть, нужно понимать, что какой-то вопрос не решится в этот день. Проблема со временем. Да, то есть, когда мы опаздываем, не успеваем, неправильно рассчитываем время. Может быть, из-за этого вопрос не решится. Конфликт, любовь и, в принципе, все. Сейчас я еще посмотрю ножницы. Мне интересно. Ага, вот они по периметру выпали. Но, скажем так, в одном шаге вы от решения этого вопроса. То есть, если он не решится в среду, то, возможно, он решится в ближайшее время уже. Поэтому вот так. Так что сильно не ругайтесь, не возмущайтесь, не переживайте. Он скоро уже решится. Благодарю за внимание. Я перехожу к девам. Девы, 27 сентября, события дня. Где события для дев? Угу. Выпросила одну новость. Получение какой-то информации. Неприятность. Второе событие. Получение. Еще конвертик выпал. Ожидание. Ожидание, удача также есть. Разлука у вас в основном, видите, по периметру события. Разлука временная. Будильник нельзя, и здесь нет событий. Получается 6 событий. Ну, в принципе, и немало. Значит, первая выпадала новость. Вы получите новость, скорее всего, в электронном виде. То есть это смс-ка, письмо на почту, поэтому проверяйте. Важная новость. Дальше неприятность. Также может быть предупреждение для вас в этот день. Ожидание кого-то чего-то, удача, везение на вашей стороне, получение и временная разлука с кем-то. Так что вот из минуса у вас только неприятность. Вот такая информация для вас. Благодарю за внимание. Девы, дальше перехожу к весам. Знаки от весов и до рыбок у меня будут во второй части видео. Ссылочку, как всегда, я оставила для вас внизу под видео в описании. Нажимайте, переходите, и мы с вами увидимся во второй части.